С самого начала так называемой СВО важнейшую роль в российском протестном движении играют женщины. Они активно выходили на митинги, а когда публичные акции стали невозможны, переключились на другие способы активизма и помощи пострадавшим. С конца прошлого года громко заявило о себе движение жен мобилизованных, которые добиваются возвращения солдат домой. На конференции «Удмуртия-Чукаже. Борьба за будущее» активистка ФАС и удмуртская художница Паладя Башурова выступила с увлекательным рассказом об истории и предпосылках женского протеста. А еще мы поговорили об активизме в настоящем, обсудили самиздат газету «Удмуртия-Чукаже. Удмуртия завтра», которую мы делаем вместе с Паладей и выпускаем в двух версиях – на удмуртском и русском языках. Поставьте лайк этому видео и чаек. Будет интересно. Вообще, наверное, стоит начать с того, что женщин, в общем-то, половина населения планеты Земля, примерно, плюс-минус, половина населения Российской Федерации, половина населения Удмуртской Республики, в Удмуртии даже чуть больше, там 54%, половина населения всего. И то есть женский протест – это, в общем-то, протест за права людей, ну, сейчас будем говорить в основном про феминистский протест, за права половины населения любого субъекта. И игнорировать проблемы и какие-то специфические запросы такого огромного количества людей – это довольно неумное решение. Да, коррупция, экология, низкий уровень медицины, образования – ужасная оплата труда, бессмысленная, это развязанная кровавая война, она влияет на всех, и на женщин в том числе, но на женщин накладываются еще и специфические женские проблемы. Я сначала вот немножко очерчу тот пул проблем, с которыми мы, как феминистки, работали и работаем еще и до войны, для общего понимания темы. В общем-то, если рассуждать о месте для жизни, то это какой-то субъект, это город или деревня или село, что-то вроде деревни или села, как там происходит жизнь. И как на это можно посмотреть с гендерной оптикой. Все мы знаем, что мужчины умирают раньше, чем женщины. Это происходит из-за опасного и тяжелого физического труда, алкоголя, необращения к врачам, посредственное отношение к своему здоровью. В момент, когда кормилец семьи мужчина умирает, все хлопоты складываются на сильные женские и уже довольно пожилые плечи. Я думаю, что многие могут себе представить вот эту вот бабулю, которая еле ходит, но на грядке с капустой она обязательно пойдет. Сейчас, во время войны, мужчины из деревень и сел исчезают и возвращаются уже, в общем-то, в цинковых гробах. Нагрузка на женщин физическая увеличивается, и женщинам становится жить сложнее. Это помимо того, что мы все с ужасом ждем повышения домашнего насилия, о котором я скажу чуть позже. Помимо, в общем-то, переживания утраты и всех вот этих эмоциональных потрясений, на женщин складываются обязанности по похоронам. В общем-то, женщины кучу всего делают в деревнях. Но по поводу похорон, это, в принципе, с городом довольно близкая тема. Современный город, он зачастую совершенно неудобен для женщин. Вроде бы кажется, что освещенность улиц, детские площадки, общественный транспорт, его доступность, ходит он, не ходит, сколько он стоит, как он ходит, даже убранные дороги. Кажется, будто бы это всеобщая проблема, но на самом деле женщины пользуются личным транспортом намного реже, чем мужчины, и поэтому эта проблема намного больше оказывает влияние на женщин, чем на мужчин. И
женщины статистически там гораздо чаще падают и ломают себе конечности на наледи, чем мужчины, потому что они, в принципе, по этой наледи чаще ходят. В карьерном плане у нас тоже все не слава богу. В российской политике женщины вообще практически не представлены. Да, у нас есть там свои Мизулины, Пинчук, кто там у нас еще, Терешкова и прочее, но это все женщины, которые играют за чужих, они играют по старым правилам, они встраиваются в систему, которая была выстроена мужчинами, они никак не отстаивают женские права. Обычные же как бы среднестатистические женщины получают стеклянный потолок вместо социального лифта. Стеклянный потолок – это искусственный барьер, который мешает женщинам пробиться в властные структуры, в какие-то верхушки компаний условные. Разница в оплате труда у нас все так же остается 30%, и мало того, что женщины и получают, в общем-то, меньше, они на работе еще и сталкиваются с харассментом, домогательствами и другими неприятными вещами. Это при условии, что если ее вообще на работу возьмут, потому что работодатели не особо хотят брать на работу потенциальную мать, которая может взять декрет, и потом после рождения ребенка, которая может начать ходить на все эти бесконечные выпускные, первые звонки, сидеть с больным ребенком дома и так далее и тому подобное. Также есть статистика, что работодатели предпочитают мужчин именно поэтому. Уход и воспитание за ребенком все еще, к сожалению, остается женской участью. И несмотря на все восклицания правительства о семейных ценностях, о том, что нам нужно возвращаться к истокам, рожать детей, быть счастливыми, женщины в России сталкиваются с ужасающе низким уровнем перинатальной медицины, с акушерским насилием. Мы писали вот в газете «Удмуртия ЧКЖ» о том, что роддома закрываются, что у нас просто тотально ужасная младенческая и материнская смертность. Это в 2022 году было 6,6%, то есть 66% из 66 детей из 1000 родившихся умерли. Всего в 2022 году родилось 12 тысяч младенцев, и из них, получается, примерно 800 ребенка умерло. Это 800 матерей, у которых умерли их младенцы. Под акушерским насилием я имею в виду психологическое давление на роженицу, оскорбления и фразы в стиле «сексом заниматься было не больно, а рожать тебе больно». И эта фраза не у меня из головы, это то, что сказали мои ближайшие подруги, когда она рожала. Российское государство в том числе не особо выделяется своими успехами по помощи, поддержке живым детям и матерям, и семьям. Да, у нас есть материнский капитал. Это действительно хорошее подспорье, на которое и я в том числе рассчитываю, как и многие. Но помимо вот этих выплаченных единоразово денег, которые и то можно потратить на определенные только вещи, мне бы хотелось работающей системы яслей, детских садов, школ, где мой ребенок не будет, ему не нанесут психологическую травму, где не будет Z-утренников и всего прочего. Рождаемость в России падает. К тому же российская женщина выбирает для себя, рожать ей или не рожать, рожать у нас стали примерно так же, как в 90-е, то есть никак. Она понимает, что рассчитывать она может только на себя, потому что у нас задолженность по алиментам 150 миллиардов рублей. 150 миллиардов рублей должны женщинам за отцы их детей.
Воспитание детей ложится на руки, опять же, кого? Женщин чаще всего. Разумеется, есть исключения, но общая температура по больнице такова, что детей воспитывают женщины. И именно то, что транслирует женщина своему ребенку в голову, каких ценностей она придерживается, какие у нее взгляды, заинтересована она политикой или не заинтересована она политикой, будет влиять на то, какое у нас вырастет поколение. Мы вот говорим о будущем, да, а будущее выращивается в основном женщинами. И выбирая своей аудитории женщин, это как бы прямой вклад в будущее. Даже если вы лично считаете себя классным родителем, или у вас нет детей, но вы думаете, что вы будете классным, суперским, прогрессивным, оппозиционным, все будет здорово, но ваш ребенок будет ходить в детский сад, он будет ходить в школу. Там будут другие дети, которых воспитывали другие люди, и сильно влияет, в общем. То, какие женщины, будут сильно влиять на то, какие у нас будут поколения. На современную женщину, как и на поколение, например, моей матери, ложится двойная, а то и тройная нагрузка. Что я имею в виду? Я имею в виду, это полноценная работа на работе за денежку, потом приходишь домой, у тебя домашняя работа бесплатная, ты готовишь борщ, готовишь еду, убираешь, обслуживаешь свою семью. И при этом, если у тебя еще кто-то заболел, если это старшие родственники, то уход ложится, опять же, на сторону, на плечи женщин. Я не могу не упомянуть о том, что семейно-бытовому насилию подвергаются в абсолютном большинстве женщины. Это и физическое, и психологическое, и сексуальное, и экономическое насилие. У нас все еще нет никакого закона, который защищал бы женщин от домашнего насилия. Полицейские зачастую у нас слишком заняты обысками, репрессиями и клепанием дел о дискредитации российской армии и не слышат женских криков о помощи. Именно из-за этого женщины зачастую совершают убийство своих партнеров. Такие дела не квалифицируются как самозащита. Даже если женщина была в состоянии аффекта, он на нее напал, она выхватила нож. Скорее всего, она поедет в полноценную колонию как полноценная убийца. И как написано, как называется один из зинов, которых делает команда, прицельно занимающаяся помощью женщинам в заключении, у ворот женской колонии никого. Женское и мужское заключение – это абсолютно разные опыты. И как и мужчины, женщины подвергаются пыткам, ужасному содержанию в колонии, принудительному труду, но только чаще всего их дома никто не ждет. И в основном передачками, письмами, какой-то поддержкой занимаются другие активистки, которые, как никто другой, могут себя поставить на их место и представить себя будущей зечкой. Так. Возможно, что именно из-за высокого уровня эмпатии и вот этого умения поставить себя на место других, женщины исторически больше вовлечены в такой прообраз активистской деятельности, помогающую, волонтерскую деятельность, какую-то просветительскую, меценатскую. Уже в XIX веке в России, точнее в Петрограде, появилось взаимно благотворительное общество. До этого женский триумвират в составе из Трубниковой, Стасовой, Философовой. Они, помимо того, что открыли первый женский институт, бестужевские курсы и все вот это, они еще занимались очень важной проблемой, это ясли. Уже в XIX веке был вопрос яслей. Занимались тем, чтобы был доступ к дешевым квартирам у тех, кому они нужны. Собирали деньги для бедных и прочее, прочее, прочее. Меценатки, просветительницы,
сестры милосердия. Это все женщины, которые абсолютно бесплатно занимались волонтерским, помогающим трудом, который, в общем-то, можно называть активизмом, прообразом активизма. В революционном, уже именно политическом движении было много ярких женских фигур, начиная с 20 века, да и до этого упомянутый мною триумвират, в общем-то, можно назвать политическими фигурами. Но я бы не хотела зацикливаться на каких-то именах, я бы хотела вспомнить один день из жизни города Петрограда, когда Первая мировая война, зима, множество мужчин ушло на фронт, женщины остались в городе, рабочие, и 8 марта по какому стилю? По старому стилю, по новому стилю 23 февраля 130 тысяч работниц со стороны с выборгской стороны текстильщицы начали протест. 130 тысяч протестующих тогда вышло на улицу. В абсолютном большинстве своем это были женщины, которые требовали хлеба, требовали вернуть их братьев, мужей, детей с фронта, тоже абсолютно бессмысленной войны. Там был лозунг «Война, дороговизна и положение женщины-работницы». Лев Троцкий тогда отмечал, что женщины отличались каким-то особым мужеством, что они уговаривали солдат, которых выставили по всему городу, уговаривали этих солдат присоединиться к ним. Солдаты не смогли стрелять в женщин и опустили оружие. Вот буквально же на днях, 2 или 3 дня назад в Исландии произошла стачка, в ходе которой 100 тысяч, для Исландии это просто какое-то невероятное количество людей, отказалось работать, 100 тысяч человек, в основном это тоже были женщины и небинарные персоны. Они вышли протестовать против сексуального насилия и за равную оплату труда. Таким образом, они парализовали жизнь целой страны. Вот примерно вот так вот женский протест может влиять на общество. И после этой стачки в 1975 году, первая стачка была в 1975 году, и сейчас вот произошла еще одна. Тогда, в 1975 году, после этого к власти пришла президентка, первая в Исландии, и очень многие законы поменялись. Повышение уровня жизни и какой-то вклад или решение тех проблем, которые я вот упомянула, это залог на прекрасное будущее, о котором мы все говорим, и которого мы все так жаждем. И именно феминистки занимаются просвещением и созданием вот этой политической субъектности у женщин на протяжении уже десятков лет. Мы занимаемся не только женскими правами, конечно, но в основном. Уже несколько десятков лет мы выступаем с лозунгом «Личное – это политическое», выступаем против того, чтобы государство лезло к нам в штаны, в постель, в дом, против государственного насилия. И вот этот лозунг «Личное – это политическое» сейчас многие прочувствовали на своей шкуре, разумеется. Ваня меня попросил выступить с этой темой во многом потому, что благодаря дискуссии вокруг феминитивов. Вот в удмуртском языке нет категории рода, поэтому, в общем-то, я предлагаю нам всем выучить удмуртский, разговаривать на нем и не думать о феминитивах. Но так как мы разговариваем на языке, у которого есть категория рода, то было бы здорово это учитывать. И когда я говорю «президентка», «президенткой стала», было бы сложно и даже грамматически неверно говорить «президентом стала». Это ошибка, несогласованность по роду. Используя феминитивы, мы, во-первых, повышаем уровень
видимости женщин. Во-вторых, мы формируем язык, а значит, мы формируем мышление. Новый язык и новое мышление, которое позволяет, благодаря которому президентка не будет ни лингвистически ошибкой, ни идеологически ошибкой. Если мы позволяем себе говорить слово «президентка», значит, мы позволяем себе думать о том, что у нас когда-нибудь будет президентка. А феномен женского активизма и вклад женского активизма, в общем-то, сложно переоценить. Уже было сказано про движение матерей. Это не новая практика движения солдатских матерей еще со времен Чеченской войны. Мне кажется, что каждую войну, которую начинает российское государство, появляется движение матерей против этой войны, потому что их детей, их плоть, их кровь, которые вышли из них, которых создало их тело, забирают непонятно куда, чтобы они там умерли или убивали. И я прекрасно понимаю этих женщин. Одно из самых ярких и медийных активистских движений против войны, да, это феминистское антивоенное сопротивление. Начиналось оно с акций, и акции были устроены так, что придумывался какой-то концепт, зачастую коллегиально, отправлялся все это в социальные сети, и каждый мог взять эту идею или распечатать у себя уже заготовленные шаблоны и сделать акцию в своем городе. То есть это максимально горизонтальный проект, взаимодействие с активистками, которые вот находятся где угодно, по всей России. Даже есть карта акций, которые происходили, акции феминистского антивоенного сопротивления, и он затрагивает всю страну. Сейчас ФАС разросся до огромной структуры, которая пытается вложить свой вклад или решать какие-то проблемы, начиная от помощи репрессированным призывникам, адресной помощи каким-то больницам украинским и прочее. В удмуртской культуре, как мне кажется, женщина — это не только хранительница очага и хранительница традиций, она и его создательница. Она не только что-то там охраняет, она это что-то и создает. И очень важно, что женщина, удмуртская женщина, будет создавать, и что она потом будет хранить. Я считаю, что именно женщины создали тот визуальный код, ту визуальную культуру, я имею в виду именно костюмы, символы, вышивка, что мы можем считать как удмуртское. И именно женщины занимаются тем, чтобы сохранить то, что еще можно сохранить, и как это сказать, популяризовать это в современном мире. Опять же, я упомяну Дарали Лили, которая практически единолично создала музей удмуртского платья и занимается его расширением, пополнением коллекции и популяризацией удмуртской культуры во всех ее ипостасях, возможных и невозможных. Напоследок хочу сказать, что будущее любой страны и любой республики невозможно без женщин. Спасибо большое, Володя. Очень вдохновляюще и познавательно, как в общем, и на предыдущей конференции, слушать тебя одновременно и стыдно для меня, потому что очень много я не знаю, но очень радостно, с другой стороны, то, что от тебя это можно узнать. У нас есть несколько вопросов из чата, к сожалению, не успею задать все, но вот, например, такой. Недавно приняли закон, запрещающий пропаганду препаратов, прерывающих беременность на ранних сроках.
Поделись своим мнением по этому вопросу. Дискриминирует ли этот закон женщин? Что вообще такое пропаганда препаратов, прерывающих беременность? Как можно пропагандировать эти препараты? Я не думаю, что тут... Ну, это как обычно, вот это вот правительственный принтер, что попало, печатает. Конечно, дискриминирует, конечно, это влияет на умы женщин, конечно, это влияет на то, какое решение они примут, а решение должно быть сугубо приниматься не из того, не из отношения к абортам, не из отношения государства, общества, не знаю, любого человека к прерыванию беременности, решение о том, прерывать ее или нет, должно исходить исключительно от женщины и от условий, в которых она находится. А пропаганда как бы таких средств, я вообще мало себе представляю, что это такое. Это рекламные баннеры, но эти средства прописываются врачом. То есть невозможно просто пойти и купить себе таблетку и прервать беременность. Давай поговорим про газету. Ты, в общем, уже упомянула о ней в начале, и действительно, та газета, о которой я упоминал, «Удмуртия Чукаже», «Удмуртия завтра», мы делаем ее в коллаборации с Палладией. Расскажи, какой ты смысл вкладываешь в этот проект, почему... Да, обязательно надо упомянуть, что мы, в общем, вдохновлялись идеей газеты, значит, проектом феминистского антивоенного сопротивления «Женская правда», газета, которая распространяется с самого начала войны, и Палладия участвовала, ну, впрямую участвовала в распространении и создании этой газеты. Также газета «Сердитые чуваши», чувашский самоздат тоже стоит упомянуть. Расскажи, какой смысл в этот проект вкладываешь ты как создательница, можно сказать? Ну, я хочу сказать сразу, что вот «Женская правда», например, она появилась благодаря одной активистке, которая сама взяла новости, сверстала, все придумала и отправила. Ну, она абсолютно не выглядела так, как «Женская правда» выглядит сейчас, и отправила в бот. Это была анонимная активистка, то есть и я лично вот просто влюбилась в эту идею. Я влюбилась в идею о том, что ты можешь на своем принтере напечатать газету, подложить ее куда угодно и так почувствовать свою какую-то причастность к борьбе с пропагандой. И когда я жила в Петербурге, я, в общем-то, много этим занималась. Буквально я принтер купила ради этого. Удмуртия Чукаже, если именно как формат, для меня это просто невероятный какой-то исторический объект. Я очень люблю собирательство, я очень люблю обращать внимание на какие-то вещи, которые я считаю важными, и мне кажется, что помимо вот этой практической цели, что, безусловно, самый важный, разговаривание с родственниками и распространение другого взгляда на новости, эта газета имеет очень важное значение как объект, даже как макет. Это просто антивоенная газета на удмуртском языке. Это просто какая-то мечта и сказка. Конечно, хорошо было бы, если бы у нас не было ни войны, ни антивоенной газеты, но хорошо, что в данной ситуации, в данных условиях она есть. Это лучше, чем если бы ее не было. Спасибо тебе большое, что делаешь эту мечту и сказку явью и реальностью буквально своими руками. И спасибо тебе за очень подробное выступление. Мне кажется, нам всем было очень интересно. Ссылку на самиздат газету «Удмуртия Чукаже. Удмуртия завтра» вы найдете в описании к этому видео. Скачайте один из 5 выпусков. В них мы собрали новости республики без цензуры. Распечатайте и обсудите со своими старшими родственниками. Мы уверены, что это может стать первым шагом к их переубеждению. Поддерживайте нас на платформе Boosty, если вы в России, или на платформе Patreon, если вы уехали, чтобы мы могли чаще выпускать видео. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о настоящем и будущем Удмуртии.